Всем привет, дорогие друзья! Мы в Ильгарте, на полях. Посмотрите, какой шикарный дом. Красивый ведь? Красивый. Кто его построил? Мы. Мы его построили. Пришло время, точнее, я благодарен нашему заказчику. Заказчик предложил нам сделать утепление кровли. Пойдемте, начало работ вам покажу. Мы принимаем утеплитель. Утепление первого этажа и настил фанеры. Пол, потолок делал сам заказчик. Нормально так сделано еще. Прям почти наша рука, да? Так же. Ну почти. Я вам хочу сказать, вы сделали круто. А наша задача сделать крышу. Видите, да, сложноватая кровля. Не просто двухскатка. Сложная. Здесь надо торцевые доски забить, фронтоны утеплять, кровлю. Вон там угловые соединения, множественные подрезы. Вот здесь будет философия, конечно, в этом месте. Видите, углы. Заказчик уже пробежался, пропенил туда какие-то угловые соединения. Планировал, наверное. Сам хотел. Сами, наверное, хотели, да, начать? Да ну его, геморроя столько. Я вас понимаю, это так и есть. Так и есть. Ну, блин, старт у вас хороший. Старт хороший. Мы также делаем. Также пробегаемся и пропениваем все стыки, чтобы мостиков холода не было вовсе. Ой-ой-ой, тут действительно философии много, вон сколько соединений, примыканий, это все подрезать под нужный угол, понимаете, да? То есть у каждого сейчас, видите, у каждого стыка свой угол, и вот каждый элемент, каждый утеплитель, каждый слой, а здесь много слоев, тут 4 слоя будет, по пятеркам. Каждый надо подрезать под нужный ему угол, представляете, вон их сколько, разных угловых соединений. Вау, сейчас у нас начнется сказка, вон он сейчас начнется, философия, понимаете, да? Сейчас тут скипим, но день, вот по чуть-чуть. Я даже своему сыну всегда говорю, делай каждый день, но по чуть-чуть, обязательно, что-то обязательно делай. Но по чуть-чуть, чтобы не уставать и с кайфом. И вот мы чуть-чуть сначала одно сделаем, потом на следующий день еще одно, потом еще одно. Но пройдет неделя, и будет фундаментальный результат. Пространство заполняется. Посмотрите, да? Все забито. Вот. И это все уйдет на кровлю. Представляете, на кровлю и на внутренние перегородки. Все улетит. Представляете, вот целая машина большая привозит. И это все исчезает потом. Внешне, конечно, очень много. Посмотрите. И там еще много, еще грузит. Видите? Это в несколько слоев там. Очень много. По чуть-чуть. Все готово. Денис, давай расскажем пару слов о порядке, о ходе работы нашей. Здравствуйте. Значит, мы начинаем сегодня, первый день у нас работ. Да. Начнем мы утеплять вот это подкровельное пространство. Начнем мы с чего? Первое, что мы сделаем, это уже начинаем. Фронтон покроем пленкой ветрозащитной. Мы пропениваем все стыки, узлы. У нас тут есть очень много всяких дырочек. Вот типа вот так вот, да, вот тут еще есть, остались. Вот в тех местах, вот там где-то я видел. Все это изолируем, то есть тоже все дырочки, которые, куда мы вату не сможем поместить, да. Закроем нижние свесы, для того, чтобы вата у нас туда не выпадала, утеплитель.
Сейчас вот эти торцы закрываем. В этом месте на срезе будет, ну, приблизительно около 300, то есть 250, а то и 300 миллиметров, чтобы было максимально хорошее утепление в углах. Углы чаще всего больше промерзают. Скаты утепляем 150 миллиметров базальтовой ваты. И потом будет еще брусок 50 на 50, то есть еще плюс 50 ваты будет. Перекрестное утепление. Чтобы убрать мостики холода. От самой доски. От самой доски. От стропила. В дальнейшем, значит, мы сделаем закладные под стены. У нас же здесь будут перегородки, правильно, закрытые. И надо сделать стойку. Вот здесь-то можно прицепиться, да? А сверху может быть пустота. И нам сделать надо закладную, то есть жесткое основание и сверху, чтобы стойка крепко стояла. Вставляем стойки все, утеплитель 100 миллиметров и дальше уже пленки пароизоляционная и ветрозащитная, либо ветрозащитная с двух сторон. Для того, чтобы лишние пары могли выйти из стоек, если они там, ну, то есть если осталась какая-то влажность остаточная. Ну пароизоляция полностью вся, скатов и фронтонов, скатов. И в конце набиваем уже доски под чистовую отделку. Да, и потом доски под чистовую отделку. Шикарно. И будет у нас, как обычно, красота. Так что, господа, неделя работы максимум, и я вам покажу красоту. Будет сделано и качественно, и очень красиво. Дорогие друзья, если вам необходимо сделать утепление дома, сделать черновую отделку, в том числе с настилом фанеры, обращайтесь. Компания «Центр домостроения», город Сыктывкар, улица Советская, дом 8, офис 203. Наш телефон 48 47 48. Приходите, посчитаем, скажем вам сумму. Вы идете домой, думаете, принимаете решение. Будем рады, если выберете нас. А вы знаете, что мы работаем круто, мы работаем качественно. Будем рады сделать для вас утепление и настил фанеры. Будем рады приложить частичку души и ваш дом. Все. До встречи. До встречи на консультации и на стройке.